в самом сердце республики Саха, в ее столице – Якутске. Невзирая на лютые морозы, идем по магазинам. Неделю назад нам уже удалось навести порядок в одном из местных супермаркетов, правда, с большим скандалом. Сегодня продолжаем исследовать город. Вот очередная торговая точка, где мы нашли массу испорченных продуктов – рыба, молоко, сладости. Но самый опасный товар обнаружен в мясном отделе. Ой, я нашла раритет. Шашлык, сделанный еще в июле. Вот привет от летних шашлыков зимним шашлыкам. Он сколько хранится, вы знаете? 90 суток. А куда вы его ставите тогда? Пока не снимайте, у нас сейчас руководство придет, снимите. Ждать руководства мне некогда, поэтому продолжаю чищать прилавки от неликвида. В корзину отправляются перец, он, кстати, тоже здесь лежит с лета, и охлажденная рыба. Ей уже 1,5 месяца, как пора на свалку. Пока я разбирала прилавок, ко мне вышла директор. Здравствуйте! Это тоже ваш магазин? Да. Вы ходили по всем нашим магазинам, правильно? Оказалось, что магазином, в который мы зашли сегодня, управляет тот же человек, который однажды не давал нам убирать просроченные продукты с прилавков другого якутского супермаркета. Вы сейчас перестаньте снимать, пожалуйста. Нет, вы снимать я не перестану. Подождите, вы не кладите это все обратно на прилавок. Не кладите, не надо. Вы знаете, вы лучше не позволяйте своим сотрудникам продавать плохие продукты. В прошлый раз нам удалось перебороть упрямство директора, но сегодня он снова завел старую песню. Это связано с компьютером. Так, ну что же вы... Подождите, но это же не наша проблема. Да, это не ваша проблема. Но я говорю, это просто сбой. Ну, понимаете, а для вашего продавца это тоже... Он смотрит, срок годности, нормально, и кидает дальше на прилавок. Бабушка смотрит, срок годности нормально берет. Зачем вы все это кладете обратно? Это похоже на перетягивание каната. Продавец укладывает фарш обратно, а я снова вынимаю его из охлажденной витрины. Тут даже читать этикетку не надо. По внешнему виду можно понять, что этот продукт нужно снимать с продажи. Почему, кстати, вот такая деформированная упаковка? Что с ним случилось? Может быть, вообще герметичность где-то нарушена? Для такого продукта это смерть. Быстрая причем. Дальше мы прошли в отдел сладостей. Тут я нашла каменную пастилу и мармелад, просроченный на 2 недели. Не является просроченным. Ну почему же не является просроченным? Это просто этикетка наша. Я не понимаю, как это вы... Как попало сроки расставляют? Там у вас алгоритм случайных чисел стоит. Директор только отмахивался и валил всю вину на неуправляемый компьютер, который превращает просроченные продукты в свежие и наоборот. И посоветовал покупателям и нам быть внимательными и просить у продавцов документы на товар при каждой покупке. Какой продукт не возьми. То есть весь магазин нужно перебивать. Я не знаю, сколько на это уйдет времени, но по большому счету нужно закрыться, как мне кажется, на неделю, потому что работа здесь, не початый край. То, что смогли обнаружить, мы убрали с прилавков. За остальное взялись продавцы. Директор был явно расстроен. Так прославиться на всю страну он, конечно, не планировал. Впрочем, это не повод для уныния, скорее причина быстрее чинить компьютер и чаще заезжать в свои владения с проверкой. И тогда, возможно, в следующий раз мы вынесем отсюда только хорошие впечатления и свежие продукты.